Преображение Господне – праздник, в который принято освящать в церкви яблоки и другие сезонные фрукты. Именно поэтому в народе этот праздник называют яблочным Спасом. А в этот день нужно ходить в гости или приглашать к себе близких людей. Узнать, как отмечают праздник в селе Ефремкино, отправился Владимир Буравков. На самом деле вся наша деревенская жизнь, она связана с яблоками. И где, в каких только блюдах его не встретишь. Давайте посмотрим. В день праздника все хозяйки пекут сладкие угощения с использованием яблок. Причем у каждой есть свой личный рецепт яблочного пирога, которым она может удивить гостей. Хозяйки из села Ефремкино не ограничиваются пирогами. На яблочный Спас они наготовили целый праздничный стол самых разных блюд и напитков из собственного урожая яблок. Отмечать таким образом этот праздник у трех дружных соседок уже стало традицией. Яблочный пирог, булочки с яблочной начинкой и открытый пирог с яблочно-вишневой начинкой – это произведение Марии Ивановны. Ставить сдобное тесто для пирога еще в детстве ее научила бабушка. На литр молока, тогда, конечно, деревенское масло, а сейчас мы в магазине берем, там 200 грамм, пачку масла, 3 яйца, тут 150 грамм сахара, потому что сладкий пирог сегодня делаем, и чуть-чуть меньше, вот без горки, столовая ложка соли, потому что тесто соль любит, столовая ложка дрожжей сухих. Раньше сырые были, сейчас тоже сухие ложим. Вот все это замешиваем, ставим в теплое место. Она за час поднимается, скидываешь, уже начинку делаешь. Рая Ивановна поделилась своим фирменным рецептом шарлотки. Я взяла 3 яйца, затем соду погасила уксусом, туда положила. Потом немножко растительное масло, ложку столовую перемешала и мукой. Немножко постояла минут 20, а затем яблоками все разукрасил, да, и в духовку. Так, 230 поставила, 20 минут и готово. Ну а по приготовлению вареников с яблоками хозяйки показали целый мастер-класс. В обычное пельменное тесто надо добавить немного молока и щепотку сахара, так как это сладкие вареники. Для начинки очищенные от кожуры и семян яблоки натереть на терке, обжарить на сковороде и добавить изюм. Важно при приготовлении быть в хорошем настроении и еще желательно петь при этом. Ромашки спрятались, заникли лютики, вода холодная в реке рябит. Зачем вы, девушки, красивых любите, непостоянная у них любовь? Зачем вы, девушки, красивых любите, непостоянная у них любовь? Подавать со сметаной. Попробуйте, это очень вкусно. Также из яблок хозяйки приготовили варенье, пюре, компот, свежевыжатый сок и сыру. Сыра – это яблочный квас, национальный чувашский напиток. Антоновка, белый налив, башкирская красавица, китайка золотая. Всего у Раи Ивановны в саду растут яблони 6 разных сортов. Когда они начинают созревать, весь сад усыпан плодами. Самой старшей яблоне уже более 50 лет. Это родители перевезли, не мы. Мы тогда еще маленькие были, родители перевезли. Они отделились от дедушки и сюда перевезли. У них там сколько, 10 штук что ли было? Тогда вот 5 сюда, 5 там оставили. Еще одна яблоня, которая, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать щедрым урожаем, переселилась сюда из колхозного сада. Если нам очень много лет, это мы туда воровать еще бегали в колхозный сад яблоки. Да. Нам уже за 50, извините, 60. Чтобы воровать, не бегать, к себе решили посадить. Да, кончать начали, да, пересаживали. В соседнем саду у Людмилы Павловой растет необычная яблоня, на разных ветках которой растут яблоки разных сортов. Один сорт, видите, он красный, крахмалистый он, мягкий очень, тает во рту. И он средний ранний считается. А вот следующий сорт, он, конечно же, похож на Антоновку. Это поздний сорт.
Вот он, да, у него и лёжкость она хорошая, она может до лета пролежать, если хорошо уложить, упаковать. И если говорить, кто привил и когда мы привили, буквально недавно. В этом году, наверное, 3-й год получается. На яблочный спас можно только готовить пищу и собирать урожай. Любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы запрещаются. На второй спас по традиции пекут яблочные пироги с добавлением меда. На праздничный стол также подают блинчики с различными начинками, сладкие каши, печеные яблоки, компот из свежих фруктов. Всем наготовленным по традиции угощают всех соседей и друзей. Яблочный спас пожелаем добра, радости в сердце сегодня, всегда, мира в душе и большого терпения, фруктами спелыми вам наслаждение. И пусть, как вот это спелое яблочко, в ваши руки упадут счастье, любовь, благополучие, ну и, конечно же, здоровье.